В крестьянско-фермерском хозяйстве Асканов сажают виноград. Дело, как известно, нелегкое. Эта культура на редкость прихотлива и свободолюбива. Плюс необходимы соответствующие погодные условия и опыт работы с солнечной ягодой. Как со всем этим справляются агрономы, расскажет Жаридат Халухоева. Если сажаешь виноград весной, готовь почву осенью. Несмотря на то, что это их первый опыт в фермерском хозяйстве Асканов, все тонкости посадки солнечной ягоды освоили на отлично. Рисус, первенец Магаричелева, комский черный виноград, Вектор, Ливия, Новочеркесск. Из этих 80 тысяч саженцев вырастет виноград технических и столовых сортов. Саженцы винограда отличаются капризным характером, поэтому их привозят уже полностью готовыми к посадке. Впрочем, саму посадку тоже необходимо проводить особым образом. Здесь для этого применяют систему гидробора, то есть к цистерне с водой присоединяются шланги, а к ним, в свою очередь, мощные буровые насосы, которые делают лунку до 40 сантиметров глубиной и автоматически заполняют их водой. Этой влаги саженцу хватит на 2 месяца. В одном таком ряду необходимо посадить 67 кустов. За рабочую смену бригада, состоящая из 15 человек, успевает посадить саженцы примерно на 7 гектарах земли. Кстати, посадкой винограда в хозяйстве занимаются специалисты из Дагестана. Разият Магомедова – виноградарь с 39-летним опытом работы. Она вырастила не один такой сад по всему Северному Кавказу. Своим опытом с радостью делится и с нашими аграриями. Тоже интерес у нас есть, после нас какой выход она дает. Она же должна уже осенью, она должна хороший виноград, уже как куст, не как даже куст, ну хоть вот где-то полметра, метра, вот так, чтобы она это на высоту пошло. Потом дальше, как это дальше идем, посмотрим, как она растет. В этом рабочем звене каждый четко знает, какая перед ним стоит задача. Пока одни делают лунку, другой кладет в нее саженец, третий окапывает и окучивает. Причем все это с определенной скоростью. Здесь очень важно чувство коллективизма. Необходимо учитывать еще один нюанс. Виноград любит свободу. Если посадить кусты слишком близко, они недополучат солнечного света, что отразится на вкусе ягоды. На него может повлиять даже угол склона, на котором растет виноград. Размеры междурядья соблюдать, да? Расстояние между этими саженцами надо соблюдать. Понимаешь, все это смотрится, все это соблюдается и исполняется. Там же и открывка винограда, обрезка винограда, чеканка винограда, опрыска винограда. Очень трудоемкая, халбов будет. И людей надо привлекать, чем не пшеницу сеять, не ячмень, а очень трудоемкая работа. Общая площадь посева составляет более 70 гектаров. За неделю работы уже высажены 30% саженцев. От неприметных ростков до желанной грозди пройдет 3 года. В каждую лозу необходимо вложить колоссальный труд виноградарей, агрономов, трактористов, многих людей, выходящих в поле. На сегодняшний день люди, которые в этой системе работают, понимают, они работают у нас сегодня здесь. Но я в дальнейшем планирую, чтобы наши там поехали или здесь же на месте мы планируем обеспечить, чтобы их обучили, чтобы могли в дальнейшем заниматься у себя на месте и обеспечить их рабочими местами. Поможет вырастить урожай современная система растительной мелиорации. В хозяйстве имеется специальная дождевальная машина, приобрести которую удалось благодаря поддержке Минсельхоза Ингушетии. Для полива здесь используют только чистую воду из реки Аса. По мелиорации более 2 миллионов я получил в прошлом году. И на эти цели тоже мы полностью рассчитали, чтобы могли поливать. У нас каждая клетка идет более 100 метров. Мы оставляем там промежуток, чтобы прорыть канал и сделать полив. У нас в данный момент есть катушка, которая поливает. Это поливная система, она так и называется, катушка. Она проходит, за один проход поливает более 5 гектаров. Протяженность этой катушки, она протягивает за собой 400 метров шланг, вот этот трубопровод, и поливает более 5 гектаров. Она, так она и называется, 400 на 110. Известно, что виноградная лоза может жить больше 400 лет. Корни ее уходят глубоко в землю. Если эти саженцы приживутся, первый урожай снимут через 3 года. Жаридат Халухоева, Адам Далаков, Новости 24.